Добрый день, меня зовут Азнабаева Лися. Я преподаватель кафедры архитектуры в УГНТУ, Финский нефтяной технический университет, руководитель проектного бюро КВ-11, почти в полном составе оно здесь присутствует, и организатор фестиваля «Архитектурные следы». Еще теперь и выпускница программы «Архитектор РФ», об этом уже нельзя не говорить. Да, и тема сегодняшней лекции – это башкирское наследие в образах современной архитектуры. Вообще, когда я готовила эту лекцию, я рассчитывала, что в большинстве своем это будет не архитектурная публика. Потому что для архитекторов здесь вещи вполне себе очевидные и знакомые. Но я думаю, что в записи будут смотреть и не архитекторы, поэтому формат менять не буду. Пока шла подготовка к лекции, у меня появилось несколько такое скептическое отношение к названию, и я решила ввести второе название, и назвала это «Поисками башкирского вернакуляра», потому что это отчасти про такой мой, скажем так, путь в работе с башкирской культурой и в качестве архитектора, и в качестве педагога. Поэтому немножко о том, что такое вернакуляр. Для меня этот термин связан с именем египетского архитектора Хасана Фатхи, который работал с египетской традиционной архитектурой и пытался понять какие-то культурологические коды, пытался понять какие-то аспекты, связанные с работой с климатом, и изучал, что использовали древние строители в жилище, чтобы сделать его более комфортным. И на стыке своих знаний создавал новую архитектуру, которая выглядит, с одной стороны, вполне традиционно, но с другой стороны обладает качествами такой новой архитектуры. И не зря здесь приведен пример Хасана Фатхи, потому что, мне кажется, это отличный пример по работе с культурой, будь то башкирская или любая другая. Я на самом деле увлеклась темой этой достаточно недавно, но если во всей жизненной своей перспективе смотреть, и связано это было с поездкой в Киргизию. Я выросла не в Башкирии, и башкирская меня волновала мало до 2017 года. Но волей судьбы я оказалась в Киргизии на арт-резиденции. И то, что я там увидела, меня совершенно поразило. Во-первых, тот культурный прецедент, который сложился в Киргизии, то, как они работают со своей идентичностью, то, как они знают и помнят свою культуру, то, как они ее транслируют широко в мир, и то, какого качества продукт современный у киргизов получается. Арт-резиденции мы сформировали концепцию музея кочевых цивилизаций. Но для меня важен даже не сам музей, не та пространственная концепция, которая там сложилась, а скорее тот способ осмысления культурологических слоев, который я для себя сформировала. Назвала его археоарт. Здесь некоторые тезисы приведены, но главное здесь то, что это такая творческая интерпретация и переосмысление археологического наследия, ни в коем случае не претендующая на какую-то научность, а скорее здесь важно опираться на историю, на этнографию и на то, какие данные есть о конкретной территории, но и важно и их переосмысление. Поэтому здесь сочетаются два слова – археология и арт, которые своеобразным таким девизом становятся в том, как можно было бы работать с пространствами, связанными с историей. И в Киргизии появился мой любимый павильон «Земля-небо». Я его везде показываю, но здесь трудно было его обойти. И интуитивно, еще тогда интуитивно, здесь сложились
те основные предпосылки, или основной посыл, да, который я чуть позже и чуть подробнее буду объяснять. Это соединение какого-то такого чувственного опыта и семантики. Да? И здесь мы видим, с одной стороны, и осовременивание, да, этого языка. И здесь мы видим, с одной стороны, и какие-то символические образы, такие как, например, вот этот очаг, который стоит на 8 камнях и символизирует очаг Манаса. Манаса — это древний киргизский эпос. Вот. Но при этом важным в этом павильоне является то, как мы взаимодействуем с пространством. То есть мы входим на уровне Земли, мы проходим по темному коридору, оказываемся в яме. С одной стороны, это яма, да, имеющая геометрическую форму, которая символизирует тем временем Землю. Но и из этого символа Земли мы видим небо. И это такой как бы философский посыл о том, что для того, чтобы сфокусироваться на образах пространства, для того, чтобы увидеть небо, нам иногда нужно погрузиться в, здесь, если буквально, то в пространство Земли. Вот, и это скорее такой тизер, да, ко всему тому, что будет потом. Павильон «Земля-небо», так как эта тема кочевников, перекочевал в наш другой проект. Вот, и надеюсь, этим летом будет реализован, но о нем чуть-чуть позже. Вот, и вот как бы в Киргизии случилась вот эта самая эврика. Я подумала, что да, это тоже кочевая культура, очень много схожего и много культурных кодов, да, у нас общих. И мне стало обидно в какой-то степени за Башкирию и за то, что здесь, по крайней мере, тогда происходило. И вот эта вот более, скажем так, вымытая память о культуре, о полукочевой культуре, которая здесь существовала, и подменные культурные коды, о которых тоже с вами будем говорить чуть позднее. Много чего хорошего в Башкирии происходит, но мне кажется, с точки зрения развития каких-то пространственных концепций, нам есть чему поучиться и что позаимствовать, и над чем подумать. Вот, поэтому здесь слайд, говорящий скорее о глубокой древней истории территории, на которой мы все с вами проживаем. Башкирия богата памятниками археологического наследия. Не все относятся они именно к культуре Башкирии, это более древние, чаще всего памятники, но тем не менее это огромное количество могильников, курганов, городищ. И Башкирия занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству объектов археологического наследия. Их число достигает 3745. Это по докладу, относящемуся к 2011 году. Вот. И в большинстве своем люди, живущие на территории нашей республики, о таком, пласте значительном имеют очень поверхностное представление, как правило, либо попросту не знают. Вот. И здесь нужно сказать, что большую деятельность в области популяризации ведут и ученые, есть замечательная группа «Археостан», но как будто бы нет такого системного подхода и нет понимания, на самом деле, что с этим наследием можно сделать в силу некоторых аспектов. Вот. И у меня появилась идея о том, чтобы поразмышлять, как можно было бы средствами архитектуры, как именно архитектору можно было бы сделать это пространство интересным. Вот. И первый раз мы прикоснулись к этой теме в рамках дипломной работы. Дипломная работа Дарьи Якуповой, тогда сейчас Гельмановой. Вот. Соруководитель мой Баймуратова Светлана Хамитовна.
И эта работа, в общем-то, суммирует в какой-то степени те аспекты, которые мы тоже дальше потом развивали. Вот. И эта работа посвящена, с одной стороны, изучению богатства, да, археологического наследия, во-первых, а во-вторых, выработке определенных принципов архитектурных, как с этим наследием можно в дальнейшем работать. Вот. И Даша взяла в своем дипломе несколько типов объектов археологического наследия. Это курган, могильник, городище. И попробовала придумать определенный сценарий для каждого типа городищ, чтобы сформировать для каждого типа объектов археологического наследия. И попробовала сформировать такую систему, которая могла бы стать рабочей в дальнейшем в понимании, в осмыслении, да, вот как бы этого пласта. И здесь нужно сказать, что мы сделали для себя очень важный вывод в работе над этим дипломом, что нам важен как бы чувственный сценарий, да, на этих территориях, которые мы назвали феномены, то есть работа с пространством, работа с контекстом, работа с какими-то пространственными ощущениями посетителей этих парков археологических. И семиотический текст, то есть те символы и знаки, которыми обладает культура и которые можно закладывать в пространство археологического парка. Но эти символы и знаки трактуются здесь дальше достаточно широко, и они как бы характерны для общемирового, да, контекста в большей степени, нежели для конкретно там, кочевых групп населения или племен, которые здесь проживали. Ну, здесь немножко про симбиоз феноменов и знаков. Про то, как в образах это можно было бы разыграть, я, к сожалению, не имею времени так уж подробно на этом останавливаться. И здесь пример одного из пространств и создания на нем феноменологического сценария. Размышляя дальше на эту тему, мне хотелось немножко более артикулированно, ну, как бы говорить о каких-то конкретных точках, поэтому я стала продолжать эту тему в своей исследовательской работе на программе «Архитекторы РФ». Вот. И, естественно, та боль, которую мы все с вами испытываем, да, ну, все, у кого есть определенное, да, переживание за культуру башкирскую, что в архитектуре именно, я не говорю про все сферы, вот, есть определенный набор символов неубедительных, которыми все достаточно активно пользуются, и мы все с вами об этом знаем. Вот, здесь даже не нужно перечислять специально, я думаю, что всем понятно, о чем я говорю. Причем, ну, на мой взгляд, эти культурные коды, которые появились в 20 веке, активно используются сейчас в 21-м, что странно, достаточно мало имеют отношения действительно к башкирской культуре, и, ну, я считаю их подменными. Ну и здесь достаточно смелый тезис, вот, но тем не менее я считаю, что это в какой-то степени так, и я считаю, что башкиры исчезающий этнос. Вот, и я башкирка, и мы даже говорили об этом с коллегами, что в какой-то момент мы все, говоря о своей национальности, как-то спешили прибавить, что у меня там, например, мама татарка, ну то есть я башкир, но вот как бы не совсем. Вот. И вот это, мне кажется, происходит от того, что мы недостаточно хорошо знаем свою культуру, свою историю, несмотря на ее богатство и, на самом деле, сложность. Вот. Но здесь о том, что та земля, на которой мы сейчас с вами все проживаем, она имеет большую древность, и об этом пишет Мажитов, и этим стоит и нужно гордиться. Вот. Но для своего исследования именно на программе «Архитекторы РФ» я выбрала конкретный тип археологического памятника. Это городище, которое находится в открытом пространстве. Вот этот вот широкий фокус, который был у Даши, он как бы немножко локализовался до вполне конкретной архитектурной формы. И
На самом деле, когда мы смотрим, приезжаем на памятники, да, вот Илина не даст соврать, мы видим, как правило, очень сложно их, во-первых, найти без специальных знаний. И если археологи не дадут конкретные отметки, их попросту найти невозможно. Это, с одной стороны, уберегает городище от черных копателей, с другой стороны, для людей, интересующихся, это представляет определенную сложность. Вот. И когда мы приезжаем на городище, его очень сложно в пространстве идентифицировать и понять, что это действительно объект археологического наследия. А во-вторых, но понятно, что большого интереса такие памятники не вызывают, потому что непонятно, что на них делать. В силу особенностей культуры, да, полукочевого народа, а городища строились, это были деревянные каркасы, которые забутовывались камнем, потом делался вал из земли. То есть это не средневековая архитектура Европы, которую интересно смотреть. Здесь как будто бы для туриста мало что можно найти и мало что показать детям и так далее. Но тем не менее, вот как бы попытаться осмыслить, как можно сделать это интересным средствами архитектуры, мне показалось интересной задачей. Поэтому возникла такая гипотеза создания такого духа места, да, через определенный феноменологический сценарий. Вот. Этот феноменологический сценарий мы часто используем в своей работе. Называется он «Практическая феноменология» Стивена Холла. Вот. Но именно здесь, в работе с археологическими памятниками, да, он приобретает мою как бы личную трактовку и такую транскрипцию. Здесь мы вводим такие понятия практической феноменологии, как неопределенность, хиазм, укорененность, параллакс и гибрид. И вот чуть подробнее про каждый из них отдельно. Я намеренно как бы называю эти аспекты как бы немножко другими названиями для того, чтобы дать возможность, ну, как бы раскрыть собственные представления об этом аспекте, который ввел когда-то Стивен Холл. Первое — художественное пространство. И что мы здесь имеем в виду? Ну, я хочу, наверное, здесь больше начать с того, что когда-то меня посетила мысль о том, что мы воспринимаем мир, когда мы смотрим, например, на пейзаж, глазами художника. Ну, то есть когда-то художники увидели красоту в каких-то обычных банальных вещах, даже в пейзаже, и мы через вот это многократное повторение этих визуальных образов начинаем воспринимать это как красиво. Это закладывает в нас определенную генетику. Так же, как теперешнее отношение к старым вещам или к промышленным зданиям, которые там могли долгое время восприниматься как какое-то уродство, но кто-то увидел в этом красоту, увидел в этом художественное и раскрыл как бы эту красоту для других. И художественное пространство здесь именно, наверное, в такой трактовке, во-первых, а во-вторых, любой народ с самых древних времен, да, в своем искусстве выражал какие-то представления о мире. То есть это представление о положении небесных светил, об устройстве Вселенной, о богах и так далее. Все это выражалось через визуальные образы или через там, словесные образы мифа. Так как все-таки башкиры относятся к полукочевой культуре, да, и те племена, которые населяли эту территорию, не осталось значительного материального наследия, в основном, и мы об этом уже сказали, и в основном это либо декоративно-прикладное искусство, либо это устное творчество. И вот здесь важным для меня аспектом в создании вот этого сценария, да, будущего археологического парка является вот это пространство мифа. Здесь приведен эпос, как самый известный, да, эпос нашего народа. Вот, но на самом деле, мне кажется, в каждом конкретном случае можно работать глубже и находить какие-то новые мифологические сюжеты. Вот, это лишь для того, чтобы показать, как можно в современном языке, да, архитектурном, транслировать миф и какие-то мифологические сюжеты, что это не обязательно какая-то архаическая ткань или фактура. И следующий аспект — это встреча с пространством. Дело в том, что когда вот
мы едем, да, на Городище, мы видим определенный пейзаж, приезжаем на Городище, мы видим примерно тот же самый пейзаж. И вот чтобы почувствовать вот эту разницу, да, что мы ну, теперь как бы должны погрузиться в какое-то другое пространство, нужна определенная эмоциональная перезагрузка. Вот. И здесь вот таким феноменом выступает именно свободное, открытое пространство. Но чтобы его ощутить, нужно как будто бы дать человеку почувствовать зажатость, кованность, ну, такое ощущение внутреннего дискомфорта. Вот. И здесь появляется такой архетип стены крепостной, да, которую можно, с одной стороны, трактовать как определенный семиотический знак городища, а с другой стороны разыгрывать вот этот феноменологический сценарий, когда ты проходишь внутри стены, ощущаешь зажатость, а потом выходишь в пространство и ощущаешь его уже как феномен совершенно по-другому. И нужно сказать, что когда я начала ну, как бы говорить и использовать феноменологию в проектах и со студентами, и в практической деятельности, я поняла, что в истории архитектуры с самых древних пор большое количество примеров работы именно с чувственным восприятием. И примеров, да, вот такой перезагрузки пространственной в истории архитектуры масса. Но здесь самые такие понятные — это нартекс перед молельным залом. Всегда в церкви католической или православной делается узкое пространство для того, чтобы потом пространство зала казалось более значительным. Ну или дромос, да, вот это погружение в пространство иное, а здесь купол выступает как символ загробной жизни, да, это сокровищница Атрея в Микенах, и относится она еще к додорической цивилизации Греции. И вот здесь дромос выступает таким способом перезагрузить человека, ну, на тот момент древнего. Но представим, например, что дромоса здесь нет, и мы сразу входим в купол. Совершенно другие эмоциональные, да, возникают ощущения. Вот. Здесь дромос выступает как такая метафора погружения вот в этот загробный мир. И возникает это еще и благодаря тому, что стенки постепенно поднимаются. И это опять же сознательный, как мне кажется, шаг, который был сделан древними архитекторами для того, чтобы возникало ощущение именно погружения. Ну и плюс ко всему пространство здесь заужается. Вот. И важно здесь сакцентировать на том, что мы должны ощутить вот в этом археологическом памятнике какое-то такое аспект сакрализации места, да, ощущение присутствия другого, ну, например, как бы в исторической перспективе. Вот. И человек, возможно, вот в этом пространстве, да, должен чувствовать себя центром мироздания, и для него могли бы открываться там новые пути. Ну и здесь следующий аспект — это движение и то, что было вначале обозначено как параллакс. Здесь важно проговорить о том, что путь — это метафора, да, путь в пространстве археологического памятника — это метафора пути кочевника. Вот. И опять же еще важным аспектом является музеификация этого пространства. И здесь я обратилась к опыту достаточно известных музеев, и известны они как музеи, которые создавались опять же по сценарию каких-то чувственных переживаний. Один из них — это еврейский музей в Берлине Либескинда. Это, наверное, я бы сказала, учебник феноменологии в архитектуре. И главным архитектурным элементом Либескинд выделяет здесь именно путь. Проходя по музею, человек погружается в совершенно разные состояния. И это сделано именно архитектурными средствами. Поднятие, понижение пола, заужение пространства, темный светлый потолок, бетонные комнаты и так далее. Ну и квинтэссенцией выступает здесь сад изгнания, где наклон пола имеет 16 градусов, да, и это доказано, что
у человека это должно вызывать тошноту, с одной стороны. С другой стороны, это бетонные такие стелы, которые вызывают ощущение тесноты. Вот. И это действительно пример работы с эмоцией, работы с ощущениями, и при этом сам музей, проводя человека по этому пути, является метафорой этого пути. И здесь можно много говорить про архитектуру Либескинда. Можно еще посмотреть второй пример. Это музей Киасма, как раз Стивена Холла, тот, который обозначил вслед за Мерло-Понти феноменологию в архитектуре, артикулировал ее. Да? И здесь тоже переплетение, важно переплетение двух путей в этом музее. И если мы опять обратимся, да, к пространству археологического парка, то вот этот путь с определенными эмоциональными сценариями здесь тоже выступает важным аспектом. И можно по-разному создавать, да, точки восприятия, опять же, эмоциональные сценарии по этому пути, фреймировать пространство и так далее. Кроме того, можно вызывать еще определенные пространственные эмоции, просто работая с физическими ощущениями. И опять же, в истории архитектуры такие примеры известны. Например, сад в китайском саду, мост в китайском саду, простите. Вот. И с одной стороны, такая форма возникла из-за более устойчивой конструкции, вот. Но так повышать эту конструкцию не имело никакого смысла. И строители этих садов делали это вполне сознательно для того, чтобы человек, прогуливаясь по саду и поднимаясь по мосту, это было важной точкой, да, в пространстве сада, с каждой новой ступенькой получал новый ракурс, новый пространственный обзор и новый визуальный опыт, новую эмоцию. Вот. И в качестве такого примера, когда, опять же, сливается символическое, вот это чувственное переживание и такое соединение культурного кода, прекрасный пример — это сад 10 тысяч мостов, который сделали Вест-8, группа ландшафтных архитекторов голландских, и использовала как раз этот образ моста для создания такого эмоционального аттракциона у посетителей. Вот. Ну и следующий, наверное, самый важный аспект — это точка в пространстве или хиазм. Хиазм — это переплетение идеи и феномена. Вот. И здесь как раз про то, что вот в этом пространстве археологического парка, где есть только холм, важно создавать определенные места, поинты, которые будут тебя соединять с этим пространством, да, и делать вот этот как бы experience или переживание этого пространства особенным. Вот. И опять же, по-другому я их еще назвала философские точки. Философские точки на пути кочевника, да, были важные там передвижения караванных путей в том числе. Вот. И здесь такой архетипический символ Менгира, и он тоже не случайен. Точка может быть любая, она может быть соотнесена с теми аспектами, да, которыми мы почерпнули бы из мифа. Вот. Здесь самый первый пространственный знак, который появился в истории архитектуры, в истории человечества. Это Менгир. Но и кроме того, опять же, есть прекрасный пример в архитектуре, да, как с этим архетипом работал великий архитектор Цунтер, кстати, тоже работал в области феноменологии, и объект этот называется «Часовня брата Клауса». И свойства этой часовни пространственной и Менгира схожи, и для меня это было большим удивлением, потому что и Менгир стоит в открытом пространстве, и он главенствует над пространством, да, и подобное же положение у часовни брата Клауса в том пространстве, где она была установлена. Кроме того, связь Менгира и часовни на этом не заканчивается. В создании и того, и другого когда-то был заложен ритуал. То есть для древних людей найти камень определенной формы, придать ему какие-то там еще дополнительные формальные свойства, их все-таки обрабатывали. Притащить на место, установить было определенным
и достаточно сложным действием. И он сопровождался священнодействием в момент установки менгира. У часовни брата Клауса, вы знаете, да, похожая история. Во-первых, этот проект был инициирован общиной, да, местной, и были использованы лиственницы местные, из которых соорудили каркас. Вот, участвовали в этом в том числе местные жители. Потом обмазали глиной, и вот этот каркас долгое время выгорал, дым выходил, да, в верхнее окно достаточно долго. И вот создание этой часовни тоже превратилось в ритуал, и после вот этого горения остался неповторимый след на стенах часовни внутри. Вот. И таким образом точек создания символов тоже становится важным аспектом сценария археологического парка. Ну и последний аспект — это то, что мы видим внутри точки, потому что они могут быть освоены во внутреннем пространстве. Да? И здесь квинтэссенция вот этого соединения символического, семиотического и чувственного восприятия архитектуры должно происходить. Вот. И пример, да, тот же самый, это часовня брата Клауса, и здесь Цумптер соединяет символические элементы, вот, и в пространстве. Их немного, этих элементов вообще в интерьере, но он их соединяет, как бы создавая вот этот вот семиотический сценарий, семиотический текст этого сооружения, делая его сложным для понимания и многослойным, да, для восприятия. Ну и вот то, как может осваиваться внутреннее пространство с точки зрения соединения символики, да, и пространственных восприятий, это как бы известный, да, пример из античности. Это Пантеон с его единственным окном в центре купола, который, с одной стороны, символизирует, да, Вселенную и божественное какое-то начало, а с другой стороны делает это пространство динамичным, потому что вот этот луч постоянно перемещается, создавая новые световые эффекты, и вот эта огромная бетонная масса таким образом становится динамичной и активной. Вот. Но и, естественно, в башкирской культуре или в культуре кочевников в общем похожие, да, символы, несмотря на то, что это вот как бы платоническая идея, да, платонический текст заложен в пантеоне, мы примерно ту же композицию видим в простой юрте, да, и здесь, несмотря на то, что у этого отверстия есть вполне утилитарная функция, она играет и важное символическое значение. И юрта здесь не случайно, а скорее для того, чтобы акцентировать внимание на том, что юрта может быть не только транслирована или использована как прямой, да, формальный инструмент, а что ее можно гораздо глубже разбирать и транслировать в архитектурных каких-то образах. Ну или еще один пример, да, работы с архетипами и работы со светом, с внутренним пространством. Это капелла в Раншань Ле Корбюзье. Несмотря на то, что Ле Корбюзье модернист, да, и критиковал кривые линии в архитектуре долгие годы, на, скажем так, склоне, да, своей жизни он проектирует вполне такой постмодернистский объект, который основан, опять же, на каких-то архитектурных символах и архетипах, и более того, и похож на одновременно и на дольмен этот объект, и на ассоциаций может быть масса, и самое главное то, что внутри этого пространства, да, я назвала здесь это пещерой, разыгрывается совершенно удивительный эмоциональный сценарий, при том, что Ле Корбюзье был человеком неверующим и впервые прикоснулся к религиозной теме. У него, возможно, благодаря этому
получилось абстрагироваться от стандартных, да, для католической архитектуры приемах и создать пространство уникальное и очень сильно воздействующее на прихожан. Вот. Но это опять же то, как можно транслировать знак в архитектуре археологического памятника, используя только какие-то архетипические свойства и не повторяя что-то буквально. Вот. Это история о том, что археологические памятники страдают, да, от оккультных практик, которые на них происходят, да, мы как раз до того, как, вернее, после того, как уже был сделан этот проект для архитекторов РФ, нам посчастливилось работать именно с Аркаимом, да, и существует проблема и для объектов археологического наследия в Башкирии, но и в том числе в Аркаиме, с тем, что, во-первых, это оккультные практики, но Аркаим лучше защищен от них. И с одной стороны, это как бы вызывает неправильное понимание этих объектов, их истории и природы, а с другой стороны приводит к физическому разрушению, потому что там проводятся какие-то обряды. И археологические памятники и отношение к археологические парки, и отношение определенно к археологическим памятникам нужно в том числе для того, чтобы защитить объекты вот от подобного рода инсинуаций. И да, после вот того исследования, которое было проведено на программе «Архитекторы РФ», мне еще раз посчастливилось прикоснуться к этой теме благодаря Илине Сахаудиновой, которая сегодня здесь присутствует. Вот. И мы делали уже проект этнокомплекса «Новые Татышлы» на севере Башкортостана. И здесь для меня лично важно было, что появилось такое понимание, да, что это может быть определенный якорь, да, туристический, и состоять он может не только из археологического парка, но и из этнопарка на основе как элемент, привлекающий большее количество туристов, в том числе более широкой целевой аудитории, и научно-творческая резиденция. Вот. Но Илина пошла дальше, ей тоже была интересна тема того, как может вот, как бы разыгрываться тема кочевая в архитектуре. Она сделала ряд макетов из глины, работая с материалом. Вот. И познакомиться с работами Илины вы можете у нее на странице в Телеграме, называется Илина Сахаудинова, и там подробно рассказано про то, как создавался этот замечательный проект, вот, о котором я сейчас так вскользь говорю. И вот даже случилась такая коллаборация, когда керамисты уфимские, Куко Керамика, на основе архитектуры, которую придумала Илина, сделали проект. Здесь уже не об археологических памятниках, а о том проекте реальном, над которым нам посчастливилось поработать, но все-таки продолжая башкирскую тему. Это историко-культурный комплекс Салават-Ере. Находится он в Салаватском районе, деревня Текеева. На самом деле сейчас никакой деревни там нет, есть вот такое не очень хорошо видное, но очень красивое пространство, междуречье двух рек в такой лощине. И по мнению историков и археологов, именно здесь находилась деревня, в которой жил и вырос герой и поэт башкирского народа Салават Юлаев. В подтверждение этой гипотезы там стоит каменная юрта, где хранится кинотаф Салавата Юлаева, и поклонники, да, апологеты, может быть, могут прийти, поклониться, отдать дань этому герою. Вот. И работали мы над этим проектом уже в рамках архитектурного бюро, но использовали вот эти вот
самые принципы, которые я так долго описывала применительно к археологическому памятнику. Это соединение и архитектурного текста, семиотического текста, и феноменологического сценария в какой-то определенной теме. Вот. И тему мы здесь выбрали по произведению Мустая Карима «Салават. 7 сновидений сквозь явь». Но нужно также оговориться, что когда мы увидели это место, первое ощущение от него было такое, что хочется просто здесь ничего не делать, никак это не портить и оставить его в его первозданной красоте. Меньше всего здесь хотелось создавать архитектуру вот в этом глобальном смысле. Вот, поэтому мы попытались максимально сделать архитектуру здесь без архитектуры и в большей степени как бы выявляя феномены места и пространства и акцентируя именно на каких-то культурологических больше аспектах, соединенных с пространственными характеристиками места. Поэтому, по большому счету, в задании у нас этот проект звучал как мемориальный комплекс, от чего мы оттолкнулись, вернее, отказались, да? Вот, потому что не хотелось создавать здесь мемориалов, которые совершенно не свойственны, опять же, башкирской культуре и этому периоду истории башкирской. И кроме того, основной идеей здесь было то, что здесь Салават должен был раскрываться не как борец за свободу, да, башкирского народа, не как воин, не как, сейчас его часто называют бандит, да, а как поэт, сцен и человек тонкой организации, тонко чувствующий, способный воспринимать красоту родной земли и транслировать ее вовне. И вот, вот эту часть его личности, вот этот образ Салавата Юлаева мы и пытались разыграть в той композиции, которая сложилась в этом парке. По большому счету это просто тропа. На этой тропе есть несколько поинтов, несколько точек, которые раскрывают 7 аспектов жизни Салавата Юлаева. Но их получилось чуть больше. Изначально мы закладывали 7 в соответствии с книжкой. Вот, это и встреча с мамой, разговор с отцом, его детство, его борьба и его становление как поэта. И работали мы над этим проектом не одни, работали мы с этнографами, с историками очень плотно, поэтому каркас пространственный внутри менялся, он дополнялся, усложнялся. Вот. Но тем не менее вот эта идея простоты формы, она в этом проекте сохранилась. Вот. Идея архитектуры без, собственно говоря, архитектуры. Здесь есть вот этот вот символический текст. Это меч в скале, меч в воде и, не помню третье, но все эти мечи символизируют мир и отсутствие войны. То есть то, к чему стремился Салават на самом деле, и этот проект это демонстрирует, он стремился к миру и процветанию башкирского народа. Он вел борьбу, которую вот, по большому счету в исторической перспективе проиграл. Ну и основные материалы в этом проекте тоже максимально лаконичные. Здесь только металл, дерево и камень. И все эти материалы в проекте не случайно, потому что металл — это как символ башкирской металлургии, дерево широко использовалось в строительстве жилых зданий, ну и камень как вот элемент, который есть в окружающем пейзаже. Вот. Ну и вот этот кадр, наверное, самый насыщенный в плане, да, каких-то архитектурных элементов, в плане как бы создания какой-то сложной композиции, потому что остальное пространство — это вот эта вот тропа, где есть легкие пространственные ориентиры, в которых, еще раз подчеркну, важно именно не создание какого-то архитектурного объекта, а рассказ о
каких-то свойствах или акцентирование внимания на свойствах этого места. Вот. И архитектура выстроена таким образом сценарно, чтобы человек переживал определенные эмоции, которые мы хотели создать именно в этом месте. Где-то он погружается в землю, где-то поднимается на поверхность, где-то он закрыт, где-то встречает препятствия и так далее. Вот. Сопровождаться этот проект должен еще и сценарием аудиоспектакля, вернее, аудиоспектаклем. Вот. Он достаточно подробный, этот спектакль, и имеет, во-первых, корреляцию с пространственной архитектурой, но, с другой стороны, еще и собственный сюжет. Вот. И я надеюсь, что появится дополнительный второй сценарий, где человек не только может услышать вот этот разговор с Салаватом Юлаевым, да, но и спектакль, который усилит вот эти пространственные характеристики места, усилит взаимодействие человека и пространства. Ну, это, например, место, где Салават встречается со своей матерью. Здесь звон манист, который символизирует женское начало в башкирской культуре. Они на ветру создают определенный звук. И вот он через реку, да, они разделены рекой, смотрит и... Я имею в виду, посетитель смотрит и погружается в собственные воспоминания. Вот, и таким образом, начиная, да, с того, что я начала, в поисках башкирского вернакуляра появилась такая определенная формула. Вот это вот понятие вернакуляра, то есть та башкирская культура, те башкирские традиции, или не башкирские, а традиции кочевого народа, которые в XIX-XX веке претерпели существенные изменения, да? Вот. И они могут быть переосмыслены как бы посредством вот этого самого археоарта, о котором я в течение часа сейчас рассказывала. И, возможно, это станет такой основой для создания вот этого самого башкирского вернакуляра, который нам, как я считаю, так необходим в архитектуре. Вот, спасибо.